вчера были. Нет, это не все, обвязки все столкнулись. Сразу там нормально, кстати. Друзья, ну что, турслет начался, сегодня уже мы в полях. Впрочем, мы будем в течение 2 дней производить съемку. И здесь мы в окрестностях Урдель-парка. Здесь очень много интересных локаций. Ну и прежде чем... Я даже слышал лай собак, которые нам тоже сегодня пригодятся обязательно. Вот, сейчас будет построение, будет жеребьевка. И, соответственно, начнутся первые испытания участников. Я представлюсь, я, к сожалению, не смог присутствовать вчера на общих сборах. Меня зовут Евгений, я буду вместе с Русланом помогать ему вести это замечательное шоу. То есть 2 команды закрепляются за Русланом, 2 команды закрепляются за мной, и мы будем вам помогать, всячески веселить, развлекать, мешать. В общем, делать все для того, чтобы день сегодня прошел активно и интересно. Но для этого нам нужно будет поделиться, и сейчас мы проведем жеребьевку очень простым способом, вот прям таким элементарным. Ура, вы со мной! Ура, вы со мной! Ура, вы со мной! Так, и ваша длинная спичка. Все, запомнили, да? Все, рад вам представить прежде всего у нас соревнования, пускай в телевизионном формате, но у нас настоящее соревнование по спортивному прикладному туризму. Значит, во-первых, я бы хотел обратить ваше внимание на вашу личную безопасность. В связи с этим я прямо сейчас вам сделаю некоторые замечания. Я бы хотел обратиться к вам, вы уже все знаете наверняка, но с просьбой, помогайте друг другу. Даже если вы видите, что соседняя команда по каким-то причинам, ну, кому-то стало плохо, например, да? Или кто-то вот сел и не может идти, вы обязательно помогите, подойдите, все остальное потом. Главная помощь, главное ваше здоровье, да, и жизнь. Лед хрупок, как хрупка наша с вами жизнь. Понимаем, что неудобно. Понимаем, что бывает очень нужно, но никогда не рискуйте сами и не подвергайте в риск других. Только в назначенные сроки. Ледовые переправы Якутии. Партнер программы «Турслет» — компания «Байнай Центр» представляет костюм-поплавок «Rescue» — уникальную разработку компании ХСН для любителей рыбалки и активного отдыха. Самые совершенные технологии, самые современные материалы и более чем 30-летний опыт на службе вашей безопасности. Ваше здоровье и ваша жизнь в ваших руках. Байнай Центр, Якутск. Всем здравствуйте! Наконец-то настал тот момент, когда наши участники приступили к самым сложным, к самым серьезным испытаниям. Это было непросто, учитывая погоду, учитывая местность, учитывая сложности, которые мы для них приготовили. Руслан, как ты думаешь, без чего невозможно обойтись в суровых зимних испытаниях? Ну, я думаю, что если мы говорим о зиме, то это, конечно же, теплая одежда. Но вот, глядя на наших участников, можно сказать, что они, конечно, подготовились, они тепло одеты, но хотелось бы отметить, что, возможно, можно было сделать немножко потехнологичней, потому что есть, например, одежда разная, в которой можно, допустим, сидеть. Да, приспособленные для несколько часов подряд, да, обездвиженным на рыбалке и так далее. Но хотелось бы отметить, что есть также и технологичная одежда, которая специально создана для активного отдыха, для таких вот активностей. И в этом нам помогает, да, вот компания Columbia, которая представляет, конечно, и зимнюю одежду, и технологичную обувь. Мы на природе? Это золото такое лишнее. А это золото такое теплое, потому что Omni-Heat Infinity отражает тепло твоего тела и согревает еще сильнее. Columbia – золотой стандарт тепла. Домкрат, раскручиваем, поднимаем, снимаем. Младший член семьи, ребенок, катит колесо от Руслана Ачирова, возвращается, ставим колесо, и задание с этого момента выполнено. Итак, Дмитрий, командуйте старт. На старт. Внимание.
Марш! Ура! Начинается первый конкурс, наконец-то долгожданный. Самое важное — попасть точно под точку опоры домкрата. Кто на болтах, точно. Как на «Жигулях», действительно. Тебе или докатить. Так, давайте вместе, отец и сын. Еще рывок. Так, все, теперь бегом в сторону Руслана Ачирова. Аккуратно, не урони его. Тяжелая? Давай. Все, тащим. Финальный этап. Установка и фиксация колеса. Итак, раз, два, три. Готово! Молодцы! 5 минут 46-80. Внимание! Марш! Погнали! Аккуратно подкатываем потихонечку домкрат. Да, там есть такое место с двумя дырочками, такая выпуклость. Точнее, впуклость. Ух ты! Да, прекрасно. Да, все, взял колесо, погнали! Да давай в руки бери его уже. Все, погнали. Бедное правое переднее колесо. Итак, а ну в стопе. Начинаем ставить и затягивать. Почему их только 4? Слишком сложно. Как-то давай проще, надо объяснить. Вниз по часовой — это не наш метод. Просто надо сказать, что... Ногу. Да, поднимай ее, еще выше. Yes! Теперь затяжка, финальный этап. Так. Все. 0,59-41. Прекрасно. Две команды вышли, даже не вышли за 10. На старт. Внимание! Марш! Так, ну что, семья Ксенофонтовых, прямо как на профессиональном пит-стопе. Владислав уже срывает просто руками затянутые гайки. Так, молодцы, уже подготовили домкрат, потихонечку поднимает. Так, ну что, Эдуард, теперь очередь Эдуарда. Эдуард молодец, нужна ли будет помощь, я не знаю. Посмотрим. Давай, оператора не задави. Отлично. Хорошо. Так, даже помощь не потребовалась. Участники получают незабываемые знания про китайский автопром. Да, Дело в том, что... А где там шпильки-то? 40 лет тому назад, да, это было реализовано на автомашине ВАЗ-2103. Жигулевские болты. Все происходит одновременно. Так, внимание. И... Я готов. Это помощь следующей команде, да? Дружеская помощь. Дружеская помощь следующей команде. И проверка на прочность. Все. 2 минуты 58-80. Внимание! Марш! Поехали. Так. Тут тоже практически как. Закрутите по часовой стрелке этот желтый рычаг. Ага. Как раз успели к тому, как все шпильки были сорваны. Погода теплая, весенняя. Так, поехали. Давай. Так, хорошо. Вокруг. Обратно. Да, Валентин, давай. Так, отлично. Так. Так, ну что, наша команда завершает.
идет затяжка. Все, время. 2 минуты 46:01. О, 2 аплодисменты. минуты 46:01. Итак, завершился самый первый конкурс турслета. Невозможно представить сейчас туризм без автотранспорта. И нашим участникам, промоделировав некую дорожную ситуацию, нужно было сменить колесо замечательного семейного автомобиля китайского производства. Команды отлично с этим справились, все без исключения. А итоги конкурса распределились следующим образом. Андреевы, Хангаласский Улус — 1 балл. Козловы, город Якутск — 2 балла. Ксенофонтовы, Хангаласский Улус — 3 балла. И победителем конкурса становится семья Филипповых из Алекминского района. Друзья, первым этапом для наших семей был этап «Дорога». Что такое дороги в Якутии? Совсем недавно, несколько лет назад буквально, дороги в Якутии представляли плачевное зрелище. Испытание было просто проехать по дороге, не говоря уже про какие-то приключения. А в последние годы дороги значительно улучшились. Это мы чувствуем сами, это мы чувствуем по отзывам наших друзей, знакомых, туристов. И большую заслугу в этом имеет, конечно же, Упрдор-Вилюй. Дороги, которые простираются в западном, восточном направлении, сейчас находятся в очень достойном состоянии, что позволяет путешествовать. Да, ну и, конечно, пользуясь случаем, так как наш проект «Турслет» направлен на семью, на семейный активный отдых, поэтому хотелось бы, пользуясь случаем, отметить, что когда вы передвигаетесь на автомобилях, вы должны соблюдать безопасную скорость и, конечно же, пользоваться ремнями безопасности. Соблюдайте скоростной режим. Правила дорожного движения созданы для вашей безопасности. Партнер программы «Турслет» – компания «Лена Турфлот». Друзья, ну что, вы слышите этот лай, лайк. Следующий этап у нас будет езда на собачьей упряжке. Наши участники будут двигаться по прямой, далее разворачиваются и едут обратно. Все это также фиксируется по времени, все эмоции. Вот. Но здесь я пока вот как ведущий должен быть на старте, поэтому здесь будем участников стартовать. Ну и в целом, конечно, будем их поддерживать. Второй конкурс этапа «Дорога» связан с региональными особенностями северных широт. И при помощи сотрудников туркомплекса «Джол» мы организовали гонки на собачьих упряжках. Конкурс называется по мотивам Джека Лондона «Последняя миля». Двум участникам каждой из команд предстоит проехать 1 милю. Показавший лучшее время получает 4 балла, показавший худшее время, соответственно, 1 балл. Семьи вправе выбрать, кто поедет пассажиром и каюром. Наши каюры Николай Попов и Петр Слепцов из «Джол» подготовили упряжки. Собаки настроены как надо, и конкурс начинается. На старт! Внимание, марш! Они поехали! Это один из самых зрелищных, самых сложных этапов, потому что здесь все зависит еще и от собак. Да. Мы видим, как они дико несутся вперед, они просто скрылись за горизонтом, друзья, снежная пыль только видна. Здесь важна, да, не только семья, еще и семья собак.
Интересно, надо было узнать, какое расстояние проходит. Да, ну я думаю, что достаточно, чтобы успели прочувствовать всю прелесть гонок на собаках. Вот здесь уже я жалею, что мы не участники с Русланом, мы бы сейчас Хотелось бы, прокатились, да, но в другой раз. Главное, чтобы наши участники прочувствовали все это, весь этот драйв. Да-да-да. Как хорошо идут собаки, просто прелесть. А вы посмотрите на каюров. Это опыт, друзья, это просто зрелище, супер. Тихо, финиш. 7 минут 05:80. 7:05:80, отличное время, я считаю. Как профессионалы, да? 7:05:80. Это выглядело очень красиво, да. Там помогли вам в развороте? Помогли в развороте, классно. Ну как на подъем, они немножко... Я ей помогал. Да, там еще подъем есть. Ну, не без этого, да, собаки, это вам не Cherry Tiggo Pro Max. Здесь нужно немножко поработать ногами. Вот, да, мы видим Да, получается, человека, который уже проехал. получается, у вас Уже знает, сын тяжелее супруги, да? Дорогу, друзья, дорогу. Так, всё, желаем удачи. Спасибо большое. Итак, мы уладили небольшие технические нюансы и готовы отправиться. Старт! Го! И вторая семья, вторая упряжка устремляется вслед за джипом в путь. Так, у нас финиширует вторая команда. Вот они, вот они. Они рванули, дай боже. Хорошо, потом маламут тихо пошел, все ведущий. Мне будете подгонять, бежать. А он идет такая. Ну, собака гуляет, все нормально. Не без этого. А кто говорил, У них что есть будет такое, легко? у них сначала на рывке они выходят, идут большая скорость, а потом Да, на рывке большая, успокаивается. А потом опять там тоже 50 было километров в час. рывок, и опять Все, потом до 20 где-то упало, 25. попить захотели. И все, и медленно мы до самого подъема. Я бежал практически все время. Подгонял их. Еще неизвестно, кто на ком ехал, получается. Обратно тоже сорвались. Потом опять сбавили. Итак, третья семья, третья команда, третий заезд. Так, семья Ксенофонтовых. Готовы? Готово. Дима, по команде. На старт! Внимание! Марш! И тоже с снежным вихрем они унеслись вдаль. Я думаю, что после такого испытания многие участники просто захотят еще раз приехать в парк и покататься в волю на собачьих Ну, на упряжках. самом деле обдувает очень сильно. Да, конечно, скорость на старте, как нам уже сказали, порядка 40 км в час. И... Стоп. Так, время 8:39. 95. Как ощущение? Времени получилось Ну а что, 8:39. Ну, собаки встали. Ага. Я? Вот смотрите, чудеса аэродинамики. Нужно присесть, чтобы было встречное сопротивление ветра меньше. Человек присел на корточки, таким самым уменьшил площадь сопротивления. Вот он, лайфхак от каюров, друзья.
Если нет. Прием. Поехали обратно. Бежит и ест, бежит и ест снег. Вы видели, как он это делает? Он просто бежит на расслабоне. О, почти 9. С горы? Коля, спасибо огромное. Спасибо. Я думаю, что... Коля, красава. Итого, команда Андреевых набирает 4 балла, команда Козловых 3 балла, Ксенофонтовы набирают 2 балла и Филипповы замыкают таблицу 1 балл. И после обеда у нас будет еще несколько этапов. Сегодня очень насыщенный день. Думаю, все проголодались, немножко подмерзли. В целом температура около 15 градусов, но есть ветер. Сейчас я заберу микрофон. Да, сейчас он. Все. Однозначно удивила семья Ксенофонтовых, которая на стол организаторов выставила домашний мед, собственно, скажем так. Сота с медом, то есть сейчас чай с медом, подпитаться, подогреться, вообще супер. Маракуйя хорошо, ананасы хорошо, манго тоже хорошо, а тушенка лучше. Хорошо там, где есть чоккай ас. Сейчас идет визирование, идет подготовка к следующему этапу. Сейчас Евгений поподробнее расскажет, что ждет наших участников. Да, все верно. Сейчас они будут брать азимут. Я не знаю, что это, если честно. Они тут такими оперируют сложными терминами. Но сейчас все команды должны будут взять азимут. И дальше будут совершенно лютые метры по целине. Вкратце это будет так, как оно пойдет на самом деле. Увидим через минуту. Вот так, очень подробно, все четко. Но сейчас пожелаем удачи вновь всем нашим участникам. Экстренное включение, друзья. У нас замерзли компасы. Представляете, насколько сейчас холодно и ветрено. Жидкостные компасы просто превратились в кусочки льда. Сейчас мы их отогреем своим желанием дальше участвовать, своим теплом своих сердец. Отогреем и все-таки возьмем этот чертов азимут. Так, ну-ка посмотрим, у кого замерзли. Командам предстоит определить при помощи компаса направление заранее определенной точки визирования на один из заметных ориентиров метрах в 500. Чем больше отклонения от правильного азимута, тем меньше балл. Тут мы столкнулись с тем, что жидкость в компасах замерзла и потребовались определенные манипуляции. Конкурс «Век GPS» может показаться архаичным, но это одно из базовых умений в туризме. Руслан, скажи, пожалуйста, ты в школе или, может быть, где-то брал азимут, может быть, у тебя был какой-то опыт в лагере детском, может быть, по твоей тематике джиперской, как-то вот приходилось с этим встречаться? Расскажи об этом поподробнее. Нет, ну, такой компас я держал в детстве только, и то в квартире просто. Баловался компасом. Да, у меня это опыт. отец связан с геологией, да, поэтому, а так в целом на практике я его не использовал. Ну, а по внедорожным соревнованиям, когда ездишь или по лесу, всегда пользовались GPS-устройствами, Ну, там все очень читерили, просто. получается, да. Ну да, не все пользуются, а зачем компас? Да, зачем усложнять жизнь, если можно ехать просто прямо? Едешь, смотришь, да, там тропинки показаны все. Верно, да. Есть объезды, в общем, ну, так вот. То есть в обычной жизни человеку компас, получается, в целом не нужен. Ну да, по факту да. А вообще ориентирование, работа с компасом, это такое военно-прикладное значение имеет везде. И для Ну, туристов, это и для база, военных, да. это Если ты база, отправляешься в активный какой-то тур, Да, в активный, да. занимаешься активным отдыхом, ну, такие базовые вещи надо знать. Надо знать, конечно. Да, вышка. Читерили, получается. Ну да, Вторая опора, правая нога. Ближе к лесу. Ближе к лесу. Вот эта, которая длинная или которая коротенькая рядом? Которая длинная нога. Нет, это одинаково. Не ошибешься. Да? Нет, отпусти чуть-чуть. Отпусти.
Да-да-да, вот эту стрелочку надо. Но точка визирования, она Возле мешка встать. над мешком. Вторая опора правая. Все? Какое значение? 354. 354. Atau tuan atau tadi besar atau tadi mana dia tahu orang baru. Oh, iki stop bagian atas orang deh, правая сторона. Сколько это показывает? 330, 330, 360 главное. 350. Минута остается. 353. 353. Угадай, это получается. Нет, 349 лучше в середине возьму. Андреевы точно попадают в значение 350 и получают 4 балла. Козловы получают 1 балл, Ксенофонтовые 2 балла и Филипповы получают 3 балла. Жарадоттор. Наал баг бопростах полтах табу мен спокойно алрабыныгин. Аттан бир күшүтүм акары курдук саралана сүндү сүр болду. Дагы жетакка кинеха чоккай асу. Завоевал. Чоккаяс. Чокка-а. Следующий конкурс тоже результат экспромта. Съемки шли в очень холодную погоду, вспомните замерзшие компасы. По плану организаторов конкурс должен был называться «Хромая лыжа». Участники должны были пробежать определенное расстояние на туристических лыжах и стрелять в мишени из пневматической винтовки. Настройка лыж в итоге оказалась делом долгим, а винтовка по причине холода выплевывала пульки, и оперативно решено было устроить веселый забег по снежной целине. И да, конкурс моментально назвали «Снежные колокольчики». Возможно, здесь летом расцветают колокольчики, но в нашем случае речь про другие бубенцы. Экспромт оказался удачным. Это было одно из самых динамичных моментов турслета, и практически все вспомнили школьные забавы. Если вы в детстве не навалялись в сугробах, то это отличный шанс продолжить детство. Бежать местами по пояс в снегу, где-то ползти, но финишировать. Есть. Говорят, там есть прекрасная яма, которая поглощает участников, но даже без ямы мы видим, что снежный покров доходит некоторым по пояс. Да, последние метры самые тяжелые, потому что это уже силы на исходе. На исходе силы. Молодец! И yes! Третий участник. Также палка играет роль эстафетной палочки.
Да, друзья, и надо напомнить, что такие температурные режимы, что мы, в принципе, не рассчитывали, да, на такой холод. Да. Ветер, да, настолько сильный, что у нас даже не стреляет пневматическое ружье. Да, замерзают компасы. В общем, это вот такой вот антураж. Это возможно только в Якутии. Да-да-да. Еще, метр, yes! Это золото означает, что ты победитель. А золото в этих ботинках означает, что ты не проиграешь холоду, потому что Omni-Heat Infinity отражает тепло твоего тела и согревает еще сильнее. Columbia – золотой стандарт тепла. В магазинах Columbia. Партнер программы «Турслет» компания Bay Center представляет костюм-поплавок Rescue, уникальную разработку компании HSN для любителей рыбалки и активного отдыха. Самые совершенные технологии, самые современные материалы и более чем 30-летний опыт на службе вашей безопасности. Ваше здоровье и ваша жизнь в ваших руках. Bay Center, Якутск. Внимание! Марш! Итак, последняя команда приступила к этому нелегкому этапу. И вот мы видим действительно, как можно перепрыгивать сугробы. Да, это не просто. Да, навигатора важно сдать фарватер этого снежного покрова. Через 50 метров яма. Так, итак. Третий участник. Теперь бежит мама, уже тропинка здесь, можно сказать, протоптана. Давай, финиш, да. Последний? Да, последний участник, третий, да. Последние метры. Давай. Финиш. Минута 22. Yes! Теперь мама, последний участник этой команды. Тропинка уже превратилась в хайвей. Яма большая, да? Ничего себе. Любовь Петровна, аргыя эксавака. Бегу как могу. Замедленные кадры. Да, она готовит нам уже хороший монтаж. Есть, стоп! Yes, ура! По итогам забега Филипповы набрали 4 балла, Козловы 3 балла, Андреевы 2 балла и Ксенофонтовы 1 балл. Промежуточные итоги перед самыми сложными испытаниями зимнего сезона турслета выглядят таким образом. Лидируют Филипповы из Алюкминского района с 12 баллами.
На 1 балл по итогам 4 конкурсов отстают Андреевы из Хангаласского улуса. Козловы из города Якутска набирают 9 баллов. Ксенофонтовы, многодетные родители из Хангаласского улуса, замыкают промежуточную таблицу. Но все может измениться в любой момент. Следите за нашими выпусками.